Тема Великой Отечественной войны, она меня всю жизнь тревожит. Я дитя войны, когда война началась в 1941 году. Вот. Братья мои ушли на фронт, а в 1943 году я пошел в 1 класс. И потому тема, вот эта атмосфера, вот это, у меня сидит атмосфера. Вот когда стал солистом театра оперы и балета нашего в 70-м году, в 1970 году, вот, наряду с основной работой, оперной, тема Великой Отечественной войны, то есть песня, она у меня в жилах сидит. Песня – это моя любовь. Я ее пропагандирую. У меня много разных тем было, кроме темы Великой Отечественной войны и тема малочисленных народностей. Вот. Много работал в Комитете защиты мира. Вот. И с 1975 года пою в театре, пою специальные концерты по теме Великой Отечественной войны. Вот в 1975 году 30-летие Победы было. 30-летие Победы. У меня вот программка сохранилась, называется «И память сердца говорит». Поет лауреат премии Якутского комсомола Александр Самсонов. 1975 год. Вот. Значит, тут у меня фиксируется, значит, 3 концерта в городе Якутске было. Вот. Второй юбилей, 40-летие Победы уже. 40-летие Победы. Вот здесь у меня тоже зафиксировано 40-летие, память бессмертна называется. 60 концертов я пел в районах и в городе Якутске. Так, 45-летие Победы. 45-летие Победы. Вот, 12 концертов в районах в городе Якутске. Назывался концерт «В памяти нашей, сегодня и вечно». Вот. Далее 50-летие Победы. Я в Алдане пел с Алданским оркестром, 50-летие Победы. Так, тут у меня уже 14 концертов в районах и в городе Якутске. Называлось «Я люблю тебя, жизнь» концерт, посвященный этой... Так, теперь 55 лет Победы, да? И сегодня и вечно назывался концерт. 10 концертов в районах. Вот 55 лет Победы. С Алданским государственным концертным оркестром пел. Вот. И в 2000 году я ушел на пенсию. 30 лет проработал в театре. Вот на пенсии я уже посвятил только военной теме. Вот. Первый концерт к 60-летию Победы. 60-летию Победы. Смотрите. 60-летие Победы. Спасибо вам за все, фронтовики. 102 концерта во всех 34 улусах и 13 городах. Я уже свободный от театра был, на пенсии был и пел. Это первый проект мой. Назывался «Спасибо вам, фронтовики». Ну, как учитель, я еще заканчивал наш университет, филологический факультет. Правда, год проработал учителем только. Потому я по старой привычке посещал школы. И почувствовал, что молодежь-то не знает, не интересуется темой Великой Отечественной войны. И потому в 65 лет Победы я уже программу сделал специально для школьников, такую, чтобы яркая была. Вот. Чтобы яркая была. Вот. И в 65 лет Победы концерты, беседы, поклонимся великим тем годам. Специально подготовленный концерт для исполнения перед молодым поколением, старшеклассниками, студентами средних и так далее. Дано 145 концертов, прослушало 20 тысяч молодых людей. 25 учебных заведениях я написал. Да? И вот 70-летие Победы. 70-летие Победы уже
с 2000 по 15 год с концертом «Память бессмертна». Вот. Выступил, опять же, все улусы, у нас 34 улуса в Якутии. И 13 городов я тоже третий раз уже объехал. Вот, и в школах выступал. Все школы, кстати, во всех школах средних я в нашей республике встретился, выступал. Вот, это даже интересно, да? Вот, прослушало тут очень много людей. Вот. С 1993 года ежегодно на площади Победы я исполнял для жителей и гостей столицы свой традиционный концерт «Майские вальсы в честь Победы». В 2020 году, в этом году уже, я исполнил по онлайну 28 раз этот концерт. Так что тема Великой Отечественной войны, она для меня не конъюнктурная, а болевая, личностная тема. Потому я занимаюсь этой темой от души и серьезно. В 1995 году я делал передачи по НВК «Саха», вот, встречаясь с ветеранами Великой Отечественной войны и с представителями культуры, поэтами, писателями, которые посвящали свои произведения теме Великой Отечественной войны. Мы с Савой Ивановичем Тарасовым друзья, товарищи по искусству. И у нас по военной теме одинаковые судьбы. Мы оба дети войны. У обоих братья сражались на фронтах Великой Отечественной войны и погибли. Один у меня лично без вести пропал. Савва Иванович сам скажет о своем брате. И сейчас мы будем говорить о пожелтевших письмах братьев с фронтов Великой Отечественной войны. И у него письма сохранились от брата, и у меня от братьев, у меня два брата воевали от братьев. И в результате вот этих вот у творческих людей есть свои, значит, отклики на эту тему. Вот у Саввы Ивановича песни. Солдатские письма. У меня вот от старшего брата сохранились несколько писем. Он пишет отцу, матери, и последней строчкой обязательно значится мое имя, самого младшего брата. И пишет, что вот война жестокая. Первое ранение он получил 18 марта 1942 года под Ленинградом, под станцией Чудово. И после госпиталя уже, видимо, летом их подбросили под Сталинград. И 11 ноября 1942 года он погиб. Но он успел написать несколько писем, и одно длинное, можно сказать, стихотворение, послание моим родным. Вы будете меня помнить. Дёным эхо санехат мигин. И как будто вот это прощальное письмо, прощальные стихи. Это стихи несколько раз печатаются в солдатских письмах. Я как поэт-профессионал, конечно, чувствую слабости, но эти стихи доходят до моего сердца. Время идет, старики уходят с каждым годом. Я с болью сердца всегда перехожу на площадь Победы, и все меньше, меньше, меньше. И когда-то я вот 30 лет тому назад написал одно стихотворение «Последний солдат последней войны». Я прочту вот несколько строк. Года идут все ближе, ближе дата, и в этом нет истории вины, когда найдут последнего солдата последней сокрушительной войны. Как ни удивительно, вот лет 30 прошло после этого, и, видимо, в очень скором времени мы будем искать серьезно последнего солдата той последней войны. Но я думал по наивности своей, что больших войн больше не будет. Но, оказывается, человечество не забывает опыты прошлого, мы до сих пор воюем. Я не знаю,
эта война кончаться или нет в 21 веке. Но очень хотелось бы, что их больше не было. Люди жили в мире, в дружбе. Ну, конечно, вот молодая поросль, наши дети, внуки должны знать своих предков, кто они, за что жили, за что воевали, чего добились, и чтобы их память, понимаете, передавались поколение в поколение. Вот сейчас прозвучит песня «Пожелтевшие письма». Автор Савва Иванович Тарасов, он сам из Горного Улуса, вот, посвященная теме Великой Отечественной войны. Пожалуйста. Пожелтевшие письма беру снова в руки, на столе оплывают свечи стержни, а вокруг тишина, словно вымерли звуки. И с минувшим теперь я один на один. Треугольники писем, треугольники писем, полстраницы в одних, чуть побольше в других. Треугольники писем, треугольники писем, из далеких, далеких тех лет фронтовых. Хоть они пережили уже вот полвека, запах пороха в них сохранили года. Это письма любимого мной человека, что ко мне не вернется уже никогда. Треугольники писем, треугольники писем, полстраницы в одних, чуть побольше в других. Треугольники писем, треугольники писем, из далеких, далеких тех лет фронтовых. Вот я держу письмо моего брата старшего от 6 августа 43 года. Пишет он родителям: опять попал на ремонт, дорогие мои, и на этот раз, 4-й, досталось мне чуть-чуть больше, чем в те ранения. Однако опасного ничего нет, я уже свободно хожу, а ранен был в левый бок и руку. Скоро выписываться и снова в бой. Теперь с каждым днем веселее воевать. Такие успехи. Да и немец не тот, что был в 41-м, 42-х годах. Счастье пока улыбается мне вовсю. Военное счастье я имею в виду. Он живой. Представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени. Это мой 2-й орден. Здесь замечательные люди, которых я веду в бой, любят меня, как и я их, и успех всегда с нами. Будьте здоровы и счастливы, дорогие мои. Ваш Владимир Самсонов. Иннокентий Иванович Артамонов
заслуженный работник культуры, отличник народного образования СССР, почетный гражданин Шалданского района, мой собеседник. Уже после войны мы в одно время учились на филологическом факультете ЕГУ, 53-57 год, и мы видели вас, молодые были, чувствовали, что вы взрослый человек. Вы прошли путь фронтовика, и в вашем творчестве не понаслышке отражена тема войны. Мне особенно близка песня, которую я часто исполняю. Это песня «Минмантан Серига Барбытын» на ваш текст. Наверное, каждый участник Великой Отечественной войны хорошо помнит, как было тяжело расставаться с родными, близкими, с родным Аласом деревней. Из стихотворения я отсюда ушел на войну. Долго вынашивалось в моем сердце, в душе. В этом стихотворении выражено душевное состояние уходящего на войну сельского паренька. Поэтому стихотворение получилось. Хорошую мелодию написал Денис Данилов. Первым исполнителем моей песни являетесь вы, Александр Парфеновец. Именно в вашем исполнении эта песня стала широко популярной. Mantan serige barımıtın Kırakı balağan deritin Kırak kaderitin kete Kurbuta kırcağız min ağam Kadirti kete Kuruta kırcağız min ağam Min mantan serige barımıtın Dost olan çoranın halları Kolfuğum son ağız atınan Sol borun burgatan aspıtın Min mantan serige barbıtın Bardum aldığım Dal batı halbı talahım Buzur haybat tahtah tütünüm Barımıtın Kırakı balağan deritin Irak kaderitin kete Turbuta kırcağız min ağam Irak kaderitin kete Turbuta kırcağız min ağam
Гаврил Дмитриевич, когда я готовил программу, посвященную моей маме, которая называлась «Не бывает некрасивых матерей», посвящал ее 50-летию Победы, потому что мама ждала своего сына, не дождалась, второй приехал с ранениями. Я готовил программу такую, посвященную маме и всем матерям, отрисовал эту программу. Искал песни, якутские песни на якутском языке, посвященные маме, военные. Когда я услышал вот на чествование пожилых людей, за столом вдруг вы запели песню и сказали, что я написал стихи, и запели. Мне бы хотелось услышать, и радиослушателям интересно было бы, я думаю, вот об истории создания этой песни. Большое вам спасибо за то, что вы под духовым оркестром популяризуете песню, написанную мною в годы войны. Будучи тяжело ранен по Староруссе, в ногу, в гипсах, да, я лежал и сочинял песни, переводил с русского и читал. Я мечтал о том, что вот сейчас меня направила на фронт, направила мать 22-летнего парня, учителя, да, вернулся вдруг на 2 костылях, в якутской юрте без электрического света, ну, ночью ворвусь там с костылями. Мать не узнает. Это вы думали, да? Думал. Не узнает. Когда пока камлек там разожжет и так далее, и так далее. Вот. Она может спросить, кто зашел-то? Вот так. И написал. Послал сюда в Якутию. Вот. И эта песня была напечатана в журнале «Хотуус Рус» номер 1, 44 год. И там написали, что песня написана Ефимовым Гаврилом Дмитриевичем, кавалером ордена Красной Звезды. Мои одноклассники, однокурсники подхватили эти песни. Но когда я вернулся домой в 44 году, в марте месяце на костылях, встреча со мной школьники пели это мои песни. И вот я вернулся домой. Первым из орденоносцев, до этого орденоносцев в район не вернулись, поэтому меня встретили очень торжественно, строили до районного дома культуры торжественный митинг по случаю орденоносца Ефимова, связиста. Да? Мне хотелось бы вам пожелать доброго здоровья, всего хорошего. Sallatır genleri kerbüten Son kapısın soluğun anlam Gece gel bu genleri biten Terebbütüne olar bu yeter İnni gel elenen köyüne Kürefe küstü tepki Sürpüste kastırdım dilimle Tülefe küstü Sinirgin tepki Sürpüste kastırdım dilimle Kalkanı ağay Dediler kirte Kırcağız niyete billete Kim kaya etim Santan bu hayandan ileri O ileride en olur etim Ceder bu her gilden kendim Kehanak seni o tuttular bol Terebbüt alastık de buldum Kehanak seni tuttan ordon Terebbüt alastık de buldum Kör bu mizaldım
köy Köyevda kemlerde evip pin Hürdüger tühen olun uğrata Yürürken doğduyan ırtata Göreviz yeter yerine doğru Kükülüm neskin kerde Hıllağın geroy sallat tuğlan Küküye taptalın tuğlan Hıllağın geroy sallat tuğlan Küküye taptalın tuğlan Хочу перейти к следующему поэту Якутии, к Иннокентию Тюкову. В нашей программе тоже прозвучит песня «Сыну друга», тоже переводная. Вот он специально для ветеранов войны значит, собрал это, «Салют» называется. Его сейчас нет, но остались стихи и песни. Его сейчас нет. И вот он сказал: Александр Порфирьевич, я хотел бы, чтобы вот из этого сборника получилась песня. Ты похож походкой и взглядом на отца. Он храбрый был боец. Если вас сейчас поставить рядом, ты бы был повыше, чем отец. Он ушел военною дорогой в час, когда ты сладко спал в ночи. Хочешь, я тебе о нем немного расскажу? Послушай, помолчи. В тихую погоду или в ненастье пропадал он в поле до утра. И твое сегодняшнее счастье было им посеяно вчера. Он ушел военною дорогой в час, когда ты сладко спал в ночи. Хочешь, я тебе о нем немного расскажу? Послушай, помолчи. Маленький ты был и несмышленный, за таких, как ты, он пал в бою. Завещал тебе он край зеленый, родину свободную свою. Он ушел военною дорогой в час, когда ты сладко спал в ночи. Хочешь, я тебе о нем немного расскажу? Послушай, помолчи. Вот вы видите на экране дарственную надпись, посвященная мне, композитору
композитором Захаром Константиновичем Степановым. Он мне сделал вариант песни Булена на слова ветерана Великой войны Тимофея Сметанина. Наш бас Иван Степанов поет эту песню очень хорошо, полный голос, как гимн. Вот, а я попросил сделать вариант и пою несколько иначе, думая вот о чем, что, будучи на фронте, Тимофей Сметанин, там слова такие начинаются. Он вспоминает и во сне эту песню, и эту нашу Лену великую, Булена. И потому он там, конечно, не громко звучит эта песня, а про себя, с любовью, с ностальгией вспоминает эту песню. Я в этом ракурсе стараюсь ее петь. Послушайте, пожалуйста, эту песню. Аргастах кей баран долгуттан Керида булена İncalım taptalım Var tamanna var Min kendi bulena Min calım taptalım Var tamanna